Красота в глазах смотрящего, родина башен и легенд, впечатляющая величием и очарованием. Ингушетия была особенно прекрасна в работах Хаджибекира Ахриева. Археолог, драматург, краевед, человек, который до последнего изучал богатую историю своего народа. Собравшиеся вспоминают мастера. Музей имени прозрителя в праве Николаю Анатольевичу Оханько. И вот я хотел бы, с вашего позволения, зачитать это письмо. Ставропольский государственный музей-заповедник прозрителей в праве приветствует вас и поздравляет со 130-летием юбилеем великого сына ингушского народа Ахриева Хаджибекира Бачиевича. Это имя почитается и в нашем музее, так как с волей судьбы здесь отложилась часть его художественного наследия. Родился художник 5 апреля 1895 года. Успешно прошел обучение по специальности скульптор. Вернувшись на родину после окончания училища, Хаджибекир Ахриев с головой окунулся в революционную борьбу. Те октябрьские события стали поворотными в истории ингушского народа, что и вдохновило молодого живописца к созданию художественных произведений. Он не мог быть просто художником. Он не мог сидеть и, как говорится, вырезать какие-то безделушки, скажем так, украшения. Он человек, который жил в такой среде, его родственники, это значит, окружение было такое, что родственники это Чах Ахриев, Садала Ахриев, участники движения народничества. Среди гостей конференции племянник Хаджибекира Ахриева. Он делится воспоминаниями, переданными из уст в уста в семье. По словам Ибрагима Саутиева, художник отличался глубоким уважением к традициям и с юных лет стремился к знаниям. Его работы продолжают жить и вдохновлять новое поколение исследователей. Все его труды, которые у него были, в принципе, они все пропали. Те, которые были, которые я помню, мать отдала Таршхоева Зареме, они остались в Грозном. В принципе, их уже нету. А, допустим, повесть «Зар» пропала. Картины, которые он писал, тоже очень много нету. В 1932 году Хаджибекир Ахриев был назначен директором Ингушского музея краеведения. При нем он славился как один из лучших национальных музеев страны. Мастер декоративно-прикладного искусства лично создал в нем макет жилого помещения ингушей в горах. Когда был основан Ингушский научно-исследовательский институт краеведения, занимался в отделении музейного дела экскурсионной деятельностью. Он был первым, кто разрабатывал маршруты экскурсионные. Он занимался в этом бюро деятельностью, которая была направлена на популяризацию нашего культурного наследия. Миниатюры Хаджибекира Ахриева отличались высоким мастерством и изяществом. Им были сделаны зарисовки изделий декоративно-прикладного искусства, ковровые композиции из сел, расположенных в Арамхинском ущелье. Изображения войлочных ковров вошли в рукописную книгу «Ингушские орнаменты». И именно этот альбом стал таким толчком к тому войлочному буму, который сегодня происходит в республике. То есть он дал эти азы, он сказал о том, что это не просто рисунки, что это история, культура народа. И сегодня вы видите, что у нас возрождается ковроделие, да? И сегодня здесь представлены ковры, сделанные по этим рисункам. Место конференции выбрано не случайно. Здесь, в селении Фурток, Хаджибекир Ахриев родился, провел юность, знал каждую тропу и вершину, а в последующие годы использовал это знание в научной деятельности, исполнял роль проводника, обеспечивая безопасность и эффективность маршрутов во время экспедиций в 1920 году. Много событий, которые происходили и связаны с жизнью Ингушетии, проходили в том числе через данное село. Это и период, возьмем, царской России, когда здесь бывали такие люди, как Менделеев, Мухтаров, благотворитель. Значит, это и период, революции, которая октябрьская, и те события, которые происходили. Хаджибекир Ахриев был членом Ингушского литературного общества, записывал фольклор, знал народные истории. Республиканская научная конференция стала не только площадкой для обмена знаниями, но и актом признания заслуг выдающегося сына ингушского народа. Его творчество и научное наследие продолжают вдохновлять, служат ориентиром для историков, этнографов и всех, кто бережно относится к памяти предков и культурному коду своей нации. Амина Зязикова, Хасан Евлоев, Магаз 24.